В России всплеск коронавируса, в Центральной Азии фиксируются новые случаи. Почему же его нет в Таджикистане? Или есть? Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Новый штамм коронавируса пирола, как отмечают специалисты, страшнее омикрона. Его распространение вызывает тревогу в мире. В России вновь открываются ковидные госпитали. В Центральной Азии следят за ситуацией, и только в Таджикистане, кажется, ничего не происходит. В конце июля в Дании был впервые обнаружен новый вариант коронавируса, получивший название пирола. С тех пор он был зарегистрирован в нескольких странах, включая Канаду, Израиль, Португалию, Южную Африку, Швецию, Великобританию, США и Россию. Этот вариант вызывает беспокойство из-за его высокой заразности и степени вирулентности, которая превосходит предыдущий вариант омикрон. ВОЗ включила пиролу в список вариантов коронавируса, находящихся под наблюдением. Предположительно, у этого штамма есть более 30 мутаций. Эта особенность позволяет вирусу обходить антитела, выработанные организмом ранее. По этой же причине есть вероятность, что эффективность вакцины против штамма будет ниже. Тем не менее, по данным экспертов, вакцины, созданные под омикрон, эффективны в отношении пиролы. В России начали готовиться к новому всплеску коронавируса. Министерство финансов Российской Федерации с 19 сентября ввело ограничительные меры, включая обязательное использование медицинских масок и респираторов, соблюдение социального дистанцирования, ограничение посещений и сокращение личных контактов. Посетителям также рекомендуется строго соблюдать указанные ограничения. В России за прошедшую неделю коронавирус выявили у 16 429 россиян. За 7 дней в больницу с COVID-19 попали 2556 человек. Количество госпитализированных выросло на 20 с лишним %. Умерло 30 человек. С учетом сезонного роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, власти ряда регионов России также начали вводить рекомендации о соблюдении масочного режима, прежде всего в медицинских учреждениях. Эти меры предпринимаются для предотвращения распространения COVID-19 и поддержания общественного здоровья. Специалисты высказывают предположение, что в Таджикистане есть заболевшие коронавирусной инфекцией, но из-за недостаточной осведомленности и схожести этого заболевания с сезонным гриппом многие люди могут не обращать внимания на симптомы и лечиться самостоятельно. Таджикский врач-инфекционист отметил, что коронавирус в республике есть. Более того, судя по обращениям людей, есть и тенденция к увеличению фактов, говорит он. Я не говорю, что ситуация сильно тревожная, но больных немало, говорит врач. К сожалению, на официальном уровне не признают наличие вируса и не занимаются исследованием, какой штамм распространяется в стране. И это приводит к тому, что число больных будет расти. Врачи назначают лечение наугад или на основе материалов интернета. Хотя каждому штамму нужен свой подход, говорит врач. Он подчеркнул, что заболеваемость сейчас выше среди детей. Симптомы: диарея, кашель, температура, слабость. Стоит отметить, что осень, сезон ОРВИ и гриппа, и не надо паниковать в случае заболевания ваших детей. Но если симптомы совпадают с симптомами коронавируса или простуда продолжается больше обычного, надо обращаться к врачам, а не заниматься самолечением дома, рекомендует специалист. Ранее начальник управления эпидемиологической безопасности, чрезвычайных ситуаций и экстренной медицинской помощи Минздрава Таджикистана Навруз Джафаров заявлял, что в стране не выявлено ни одного вида коронавируса с 18 апреля 2022 года. Ответ на вопрос, почему в Таджикистане нет случаев COVID-19, несмотря на контакты со странами, где этот вирус продолжает распространяться, от Минздрава не было никаких ответов. При этом служба министерства сообщила, что органы здравоохранения в стране не получали обращения от граждан, связанных с подозрением на COVID-19 с начала текущего года. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, действительно ли у нас нет коронавируса в стране? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.